Да потому что ты самый рыжий. Но сразу кидать больно же. А ты кто такой-то? Я джин, я исполняю все твои желания. Но мне нужно, чтобы вы спели песенку. Семечки джин, берем на пикник, уже в машине пакетик открыт. Жарим пахнет, тут я аромат, но ты готов признаться. Не заготовлено это салат, а семечек не оторваться. Вдыхай семечками джина. Я исполню все твои желания, но загадывай. Я хочу... Ой, нет. Нет, не то. Хочу квартиру. По-моему, тоже не то. Хочу на море. Солнце, чайки. Но опять наступит весна. Я хочу хорошее выступление наступит весну. Да чтоб по телевизору показали. Надо подумать. Может быть, танцы, танцы, танцы? Слушай, Джин, я хочу послушать выступление Нурлана Сабурова. Знаете, кто это? Это стендапер. Поприветствуйте на сцене Нурлан Сабуров.
Привет. Руки мыло? Привет. Еще помой. Сегодня мы празднуем 100 весну, 22 марта. Между прочим, сегодня Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 217 лет. Ну, это бы если бы его не убил Дантес, если бы люди могли жить 217 лет, если бы у него день рождения был 22 марта. 22 марта. Сегодня поговорим о юморе. Фундаментом любого жанра юмора является шутка. Шутка – это некий абсолют. Без шутки дальше вот не поедешь. А фундаментом любой шутки является парадокс. Ну, например, шутка. Колобок повесился. Парадокс нарисован. У колобка нет шеи, но шутка почему-то не смешная. Давайте спросим, почему шутка не смешная? Потому что это не смешно. Ну ладно. Ладно, давайте по-другому. Допустим, колобок застрелился. Здесь тоже есть парадокс. У колобка нет руки, чтобы держать пистолет. Почему это не смешно? Потому что это тоже не смешно. Ладно. А давай сделаем не один парадокс, а два парадокса. То есть некое комбо. Колобок порезал себе вены. То есть у колобка нет руки, чтобы держать нож, и у него нет еще вены. Даже? Отлично. Кстати, о колобке. Помните, как бабушка его сделала? Она по городу поскребла, по сусекам помела, собрала тесто, получился колобок. Вот. Я впервые эту сказку слышал 4 года, сейчас мне вот 17 лет. И я до сих пор не знаю, что такое сусеки. Вот, что это такое, да, спросим? Что такое сусеки? Давай, не стесняйся, все на тебя смотрят. Вот, я порылся в интернете, и Google говорит, сусеки это то же самое, что и засеки. Вопрос, что такое засеки? Спасибо Google, вообще как помог. Следующий пункт это миниатюры. Миниатюры это какие-то смешные, абсурдные ситуации. Ну, например, вот. Представьте себе, трудовик около роддома. Дорогая, любимая, Зина Ёма, чё? Ну кто там? Девочка. Как девочка? Я же просил 2 крепких мальчика. Следующий пункт это у нас будет интернет-миниатюры. Юмор в интернете. Очень много разных мемов в интернете, ВКонтакте и так далее. Очень много мемов сейчас однотипных. Например, очень много мемов про Диану Шурыгину, например. Все это не слышали, да? Так, но кроме мемов, на разных пабликах публикуются различные ванильные или пацанские цитаты. Вот. Я ради интереса зашел на один такой пацанский паблик, и вот что я там прочитал. Такие цитаты обычно надо читать каким-то таким брутальным голосом. Ну, например, когда я один, я один. Когда нас 5, нас несколько. Ну или вот еще, например. Или вот. Своих братьев береги, девушку люби, маму храни, суп посоли, ковер отряхни, Мухаммед Али. Блин, что за бред вообще? Какой-то странный, бессмысленный набор фраз. Я, кстати, тоже так могу. Например, за друга умри, врагов корони, у меня вот желудок внутри. Следующий пункт – это живая комедия и импровизация. Это когда комик общается с залом, задает какие-то вопросы, он уже задавал некие вопросы. У нас получается некий диалог. То есть комик общается с залом. Вот. Ну, например, давайте спросим, что тебе больше всего нравится в парнях? Ничего? Они тебе вообще не нравятся? Чувство юмора. Юмора? Хорошо. А что тебе больше всего нравится в парнях? Да, как-то особо не знаю. Парни вообще не нравятся? Например, вон тот парень на тебя смотрит, смотри, он видишь? Вот. Так, давайте к другому подойдем. Вот. Представь, что ты гопник и остался единственным в этом мире. Потому что
все твои гопники, друзья, ну и все люди в мире стали хипстерами. Вот. Что ты сделаешь, чтобы спасти свою цивилизацию от вымирания? Как гопники размножаются. Откуда я знаю, наверное, естественным способом. Почкованием от селищ. Это, кстати, смешно. Вот. Ладно. Сегодня мы с вами поиграем в некую игру. Вот. У меня есть проблема, вот, меня недавно кинула девушка, ну, бросила. Вот. И мне нужно найти новую. И сегодня, дорогой зритель, вы мне в этом поможете. И моей девушкой может стать прям вот любая из вас, любая. Может быть ты, может быть вон ты, ну может быть вон ты, ну хотя тоже подойдешь. Вот. Да. Поднимите руки те девушки, которые считают себя красивыми. Давайте, смелее, смелее. Неужели все страшно пришли? Давайте, давайте. Во, да, вижу, вижу. А теперь поднимите руки те, кто реально красивые. Давайте, вот. Кто? Никого не вижу. Парень, зачем поднял руку? Ладно. Не, руки держите, я сейчас к вам подойду. Кто? А, вот. Давайте-ка, пойду-ка. Привет, богиня. Ну, ты мне очень понравилась, я как бы, не зря сюда пришел. Вот. Вот ты такая молодая и красивая, да? Я еще красивее. Мы могли бы встречаться, пожениться, потом бы у нас получилась бы семья, потом мы, конечно, бы умерли, вот. И как ты такой расклад жизни? Да? Ты вообще не слушаешь. Ну, нет, не отвечай, я сейчас с тобой еще. Я тебе помочь еще. Вот. Что тебе нравится в парне больше всего? Голос. А такой? Нет. А такой? Нет. Блин, ты что, вообще не подхожу, что ли? Вот. Я почитал на интернете то, что девушкам очень нравятся мужчины с чувством юмора, вот. Поэтому я приготовил несколько шуток. Послушаешь? Давай. Если будет смешно, ты это поймешь. Итак, внимание, шутка. На ПВЗ не играют в мафию, потому что там нет мирных жителей. Слушайте внимательно. У Игоря после анестезии онемел язык, вследствие чего он потерял чувство вкуса и начал слушать русский рэп. Мальчик, прыгнувший с 10-го этажа, смеялся, чтобы продлить себе жизнь. Не смешно? Нет. Надо внять, не говори, да? В семье гопников тест на беременность показал 3 полоски. Рома сломал руку и наконец-то смог осуществить свою мечту – лизнуть локоть. Вот этим девчонкам нравится. Если приложить ракушку к уху, то можно услышать море. А если приложить подорожник, то ухо затянется. Нет, это еще не конец, тут еще что-то есть. Лысую девочку в школе дергали за кадык. Я такие, да? Ну хорошо. В ночном клубе стриптизерша упала с шеста и сломала руку. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Так, ну и последнее. Игорь учился целоваться на киви, поэтому усики Марины его не смущали. Если в зале сидит Марина с усиками, то это я тебе, не обращай внимания. Ну что, тебе смешно было? Ты говори. Ну что ты ржешь, а? Я же шутку уже прочитал. Смешно было? Ну что, будешь моей девушкой? Вот ты будешь моей девушкой? Ты подумаешь? Подумаешь? Нет, конечно. Когда нет, ладно. Ладно, на этом мне все спасибо. Слушай, Джин, а ты можешь что-нибудь поколдовать мне из мультика?
Миленко Владимир, я студент первого курса Института математики и информатики. Я очень многонациональная личность. Во мне течет и русская, и бурятская, и украинская кровь, немного даже китайской. У меня куча проблем, лицо, зубы, девушки. Но в нашей Бурятии у меня основная проблема – это языковой барьер. Так как я на 25% около того бурят, меня отправляют каждое лето в деревню. И получается, к концу нахождения там я, конечно, учу бурятский язык. Но я, когда приезжаю сюда, я его перестаю использовать и забываю. И вот, когда я был маленький, это была моя первая поездка в деревню. И вот, я столкнулся с маленькими злыми детьми, которые знали мою слабость, что я не знаю бурятский, и обзывали меня всякими словами. Там, нахой, гх. Я плакал, я не знал, и как бы терпел, я же не стукач. Нас учили, что я бедничать хорошо. Я так терпел. В какой-то момент я сорвался и побежал к своей прабабушке и спрашиваю: прабабушка, что означает нахой, что означает ГХ? Ну ничего, собака, свинья. Я такой, ну как ничего, ну это же обидно же. Она говорит, ну нету в бурятском языке плохих слов, поэтому тебя так называли дети. И получается, языковой барьер не была моей основной проблемой. Была основная проблема более серьезная, это девушки. Потому что языковой барьер отступал перед ними. У меня был опыт общения с девушкой из Франции. Я наплевал на языковой барьер, потому что был Google переводчик. Примерно было: я есть Вова, я живу в Бурятии. Меня спрашивали, где находится Бурятия? Я говорю, ну Байкал, знаете? Ну, в Прае. Самое страшное было то, что девушка, получается, я могу наложить с ними контакт, разговаривать с ними, поддерживать общение, но завести девушку не могу. Ну как? Чаще всего, если я и могу, то девушка будет занята. И иногда мне удавалось как бы слиться, потому что я узнавал это заранее, но иногда девушки ведут себя очень откровенно, и понятно, что парня, наверное, нету. Поэтому, как говорится, порт открыт, давай захватывать. Я начал выступление, собрал силами и довел девушку до отчаяния, что она сказала, что парень все-таки есть. Я говорю, ну не верю, ты ведешь себя так открыто. Она говорит, парень есть. Я говорю, ну приводи парня. После девушка подошла ко мне и сказала, пошли со мной. Ну, я говорю, ну, наверное, сейчас на понт меня берет, я сейчас посолю, сейчас. Я такой, нет. И идет она через дворы. Ну, я такой думаю, с каждым новым двором мне приходит идея, что все-таки парень есть. И парень есть. Я попал на такого высокого парня, получается, манерами 90-х. То есть мне задали, кто я такой, чем я дышу, кто я по жизни. Понятное дело, что я рос в культурно-интеллигентной семье и не знал, как на это ответить. У меня друзья нормальные, я не тусовался в таких сферах. Поэтому я слушал и вижу на лицо знакомое. Сейчас где-то я увидел. И начал перебирать все моменты моей жизни. Вспомнил, мы с ним были в одном садике. Вроде нас воспитывали в одинаковой системе, но как можно было скатиться до такого, чтобы так хамить в наглую? Но больше меня убило не это, а убило то, какими аргументы представлял. Ты не должен появляться рядом с ней на 10 метрах. Скажу один факт про эту девушку. Эта девушка была моей одноклассницей, и мы одноклассницы. То есть я не мог одеть ее на 10 метров по причине того, что мы учимся в одних кабинетах. А наши кабинеты в среднем были 9 на 12. То есть как я должен был от нее отодвинуться? Я спрашиваю его, ты где учишься? Он говорит, в колледже. Я такой говорю, вас в колледже математики не учат? В смысле? Ты можешь посчитать, у нас 9 на 12, как я должен от нее сесть на 10 метров? Но, значит, это не очень сильная проблема. Дело в том, что у меня самая серьезная проблема, это моя завышенная самооценка. Я переоцениваю свои силы, поэтому на первом курсе я уже вступил в несколько организаций на территории БГУ, Клиническое научное общество и профком. Сейчас расскажу маленький анекдот, чтобы вы поняли. Приезжает как-то техасец в Ирландию и говорит, что ирландцы самый выпивающий народ, и говорит, тот, кто выпьет 10 пин подряд пива, то ему он даст $500. Ну, никто не может справиться, и вот появляется мужик и говорит ему, ты еще держишь свое слово в силе? Он говорит, в силе. Он выпивает 10 пин подряд и говорит ему, типа, все, давай $500. Он говорит, ты где был, мужик? Он говорит, в другом баре, пабе был, пробовал. У меня была точно такая ситуация, только я не пил пиво, я пил воду наспор.
Я был в детском лагере, и у нас был конкурс, кто сделал то, что не смогут другие дети. Я решил выпить наспор вот 10 бутылок воды. Для справки пинта это 0,56, а бутылка воды была 0,5. Я попробовал, у меня получилось выпить 10 бутылок воды. Но когда я пошел выполнять это задание, у меня не получилось, потому что на третьей бутылке я захлебнулся. Вот, не переоценивайте свои силы и сейчас следите за своей самооценкой. Спасибо, БГУ. Пока. А этот откуда был? Я только из ССУ его выгнала. А разве не ты загадывал? Я о нем даже и не думала. Антошка, думай потише. Ну и ладно. Ты можешь показать фильм, который я уже смотрела? А, ты про это? Люди в черном? Ты надоела сегодня себе, что-то под нос бубнишь. Так это я битбокс учусь. На минуту славы собралась? Да у тебя же не получится. Может, профессионала позовем? А давай. Добрый вечер, зал.
Спасибо! Я думаю, нам нужен красивый финал.